по-разному. Начинается весна, и начинаются укусы клещей. Ежегодно с апреля по октябрь месяц в родительскую РБ обращаются где-то 40 человек с укусами клещей. Не каждому человеку оказывается первая помощь. Первая помощь заключается в том, что нужно правильно удалить клеща. Клещи являются переносчиками инфекционных заболеваний. Это клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз. Источником инфекции является больной клещ. Определить заболевание клеща может только лаборатория. Значит, при укусе клеща заболевание может протекать бессимптомно, но может начинаться из повышения высокой температуры. При укусе клеща нужно обязательно обратиться в любое лечебное учреждение, или на ФАП, или на скорую помощь, или в поликлинику, или в приемный покой. И нужно правильно снять клеща. При укусе клеща образуется пятно в виде точки, может быть с 2-копеечную монету. У человека может быть повышение температуры в пределах субфебрильных цифр, то есть до 37,4 до 38 градусов, а может протекать и без температуры. Так, появляется слабость, может быть и недомогание. Вот головная боль может быть рвота, и может быть светобоязнь. При тяжелых случаях может наблюдаться бред, галлюцинация и потеря сознания. Вот эти симптомы указывают то, что человек заразился каким-то инфекционным заболеванием, то есть или клещевой энцефалит, или клещевой боррелиоз. Обязательно в этом случае, если вы наблюдаете такие симптомы, нужно обратиться в лечебное учреждение или вызвать скорую помощь. Если вас укусил клещ, нужно обязательно в течение 5 суток обратиться в лечебное учреждение, где бы вы далеко не проживали, где вы далеко не находились, чтобы быстрее предотвратить данное заболевание. Профилактика клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза заключается в том, что при посещении лесов, лесостепной зоны, полей, парков нужно правильно одеваться. То есть обязательно должна быть косынка, обязательно должны быть брюки, которые заправлены непосредственно в ботинки, обязательно должна быть рубашка с длинным рукавом, и желательно, чтобы это было все светлого цвета. Когда вы приходите уже из леса или с лесостепной зоны, там из парков, где и прочее, нужно обязательно осматривать, попросить или родственников, там, жителей, кто с вами проживает, посмотреть, не находится ли на вашем теле клещ. Если вы обнаружили клеща, я опять повторяю, что вы должны обратиться в лечебное учреждение. Также при посещении лесов нужно обязательно пользоваться репеллентами, то есть это жидкость, которая отпугивает клещей. На каждом флаконе написана инструкция применения. Это уже зависит от того, что вы купите и как вы будете его применять. Также специфической профилактикой является это вакцинация и иммунизация. Вакцинации подлежат работники сельских хозяйств, скотники, доярки, то есть люди, лесники и заготовители шерсти. Люди, которые непосредственно работают на природе и могут подвергаться укусам клещей. Если вас укусил клещ, то мы в первые 3 суток мы можем провести иммунизацию, то есть сделать иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита, чтобы не развелось заболевание клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз. И поэтому, еще раз повторяюсь, что вы должны обратиться в лечебное учреждение. Чем быстрее вы обратитесь в лечебное учреждение, тем вам быстрее будет оказана медицинская помощь. А чем опасно для больного? Мы же, естественно, каждый из нас пытается самостоятельным путем удалить клещ, который попал к нам. Чем это опасно? Если вы будете самостоятельно удалять клеща, то в ранке может остаться головка или член лапки данного клеща, и может произойти инфицирование. И если клещ все-таки инфицированный, все равно данная субстанция, она даст инфекцию. Если самостоятельно вы удаляете клеща, то нужно обязательно удалять клеща по часовой стрелке, должны выворачивать клеща по часовой стрелке.
Но не нужно смазывать ни растительным маслом, как вот пишут, ни вазелином, ничего. Просто нужно взять пинцетик и начинать выворачивать клеща по часовой стрелке. Вот. И место укуса клеща обязательно обработать или 5% йодом, или спиртом, что есть под рукой. Вот. И потом все-таки нужно обязательно обратиться в лечебное учреждение. Вот. Потому что назначат для профилактики антибактериальную терапию, назначат обязательно. И там уже по ходу посмотрят, что еще можно будет назначить. Вот. Поэтому обращение к жителям района, что в преддверии майских праздников все мы будем посещать лес, лесопосадки, парки. Пожалуйста, будьте внимательны и бдительны. Осматривайте детей, особенно волосистую часть головы. Осматривайте шею у детей, говорю, за ушами. Это любимые места присасывания клещей. И пользуйтесь репеллентами.